самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Эмоциональное здоровье. Участники спецоперации и их семьи прошли реабилитацию в оздоровительном центре Якутска. Какие процедуры вошли в программу лечения? Дачники против отдыхающих. Настоящая борьба в прямом смысле за место под солнцем развернулась в одном из кооперативов на Вилюйском тракте. Как место для купания стало эпицентром конфликта. Новое для республики топливо, настоящий прорыв в развитии рынка – все это метан. Как перевести авто на газомоторное топливо и почему метан – достойная альтернатива бензину. Новое просторное и современное здание – мечта коллектива Якутской библиотеки «Мир приключений». Дом обветшал и не соответствует нормам. Покажем, в каких условиях трудится коллектив. Целый месяц секция мотоспорта в Ленске занимается практикой. Проходит она на горнолыжной базе. Мы побывали на одном из занятий. Предприятия ЖКХ и энергетики Якутии активно готовятся к отопительному сезону, следуя графикам ремонтных программ. Министерство сообщило, что к зиме подготовлены 644 из 1165 котельных. Также готово более 2300 километров тепловых сетей, почти 1300 километров водопроводных сетей, почти 600 километров сетей канализации. Капитальному ремонту подлежат более 850 километров линий электропередач различного класса напряжения, из которых уже подготовлено 340 километров. 78 алданцев получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Вручение проходило без помпы, в рабочей атмосфере в кабинете мэра. За эмоциями новоселов наблюдал Руслан Павлов. Ходаки, собравшиеся в администрации города, пришли по жилищному вопросу. Население встретил лично мэр и пригласил в свой кабинет, где алданцев ожидали ключи от новых квартир и комплименты от застройщика. Вообще дом состоит из двух этапов. Получается, первый этап у нас 21 квартира, это под арендное жилье строится, он сейчас на стадии строительства находится. А второй этап это нижние, скажем, 3 подъезда, 78 квартир, из них 60 квартир под переселение и 18 квартир под детей-сирот. Ирина Лопатина ждала новую квартиру 12 лет, поэтому, не скрывая радости, светилась от счастья, получая заветные ключи. Квартира, думаю, будет соответствовать только хорошим стандартам. Мы надеялись, ждали и будем жить счастливо, замечательно в нашем жилье новом. Все, ждем гостей. К Ирине мы в гости не попали, зато в свою новую двушку нас пригласили мать и сын Гуленицкие. Доброжелатели напугали их байками о программе по переселению, но в реальности все оказалось просто прекрасно. Я думала, что, как они говорят, 41-42 квадрата. Все, а что эти квадраты, как они разделены, никто ничего не говорит. Зашла, когда 2 комнаты, я была в шоке. В хорошем шоке. Я довольна. Да, и кухня устраивает, и туалет, ванна, все раздельно, все шикарно. Сын Татьяны Евгений, между прочим, ветеран СВО, оценил квартиру по-мужски прагматично. Посмотрим, зима. Зима что покажет. Пока все хорошо. Новоселы переживают напрасно. Застройщик гарантирует качество, а при возникновении проблем их устранит. Мы, получается, уже вводим, по-моему, если не ошибаюсь, 6-й или 7-й дом именно в городе Алдане. Вообще по району уже больше 20 домов. И с каждым годом, что радует, качество строительства, конечно, повышается. Счастливые обладатели квартир готовы обживать новостройку, а в коллекции мэра города появился очередной ключ. А это значит, что строительство жилья продолжается. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Участники спецоперации и их семьи прошли реабилитацию в оздоровительном центре Якутска. Им оказали психологическую и медицинскую помощь. Все виды лечения направлены на нормализацию эмоциональной сферы, адаптации к трудовой деятельности и восстановлению общего состояния. Подробнее в материале Александры Котельниковой. В реабилитационном центре участники специальной военной операции, члены их семей проходят терапию с различными видами лечения. Одной из них является лечебная физическая культура. Пациенты под присмотром специалистов делают зарядку и занимаются на аппаратах. Мы подготавливаем для
протезирование и проводим как бы комплексную реабилитацию. В основном такая у нас реабилитация, ну и физическая у нас есть с ранениями, с контузией, которые вот бойцы, они как бы на координацию движений, и у нас движение именно упражнения на восстановление этих функций, координации движения. Индивидуальное лечение назначается после создания карточки пациента. Психологи проводят консультации и ставят проблему, которую нужно проработать. Например, часть участников специальной военной операции сталкиваются с посттравматическим расстройством. Это зависит от среды воспитания, да, какой семье он рос. Да, также имеет образование, например, да. То есть тоже категория мобилизованного контрактника, тоже совсем другие показатели. То есть все у каждого индивидуально, начиная от семьи и до работы. Сейчас в оздоровительном центре проходит терапию 9 участников специальной военной операции. Индивидуально для каждого прописывается своя программа лечения. Вообще наша республика очень хорошо поддерживает срочников, оказывается. Ну, я вот на себе ощутил это. Я здесь 4-й день, мне все процедуры очень нравятся. Мне вот врач назначила, что и прессотерапия очень понравилась, там короче, сжимает. Ну, и массажист очень хороший. Психолог, вот вчера я тут ничуть не уснул, короче, расслабляет. Реабилитацию проходят и родители участников специальной военной операции. С ними также работают специалисты. Ну, чувствую теперь нормально. Прыгать хочется. Было плохо, давление играло. То падало, то поднималось. А сейчас все нормально. Таблетки, там всякие процедуры. Капельницу ставили 10 дней. В общем, все нормально. Физиотерапия, массаж. Реабилитационный центр начал свою работу с участниками специальной военной операции и их семьями с 2022 года. За все время терапию прошло более 500 представителей данной группы. Александра Котельникова, Семен Семенов, Якутск. Осведомлен, значит защищен. В городском парке культуры и отдыха якутяне прошли бесплатное экспресс-тестирование на гепатиты Б, С, ВИЧ и туберкулез в рамках недели профилактики заболеваний печени. Такая акция от СПИД-центра стала ежегодной. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. Здесь и дату поставим. 25 ноября. Перед забором крови сначала все заполняют согласие на обработку персональных данных, где указывают основную информацию о себе. Сначала заполняешь имя, фамилия, отчество, дату рождения, адрес проживания и свою подпись ставишь, и все. И число, которое проходишь в тот день. Тестирование проводилось с использованием современных тестов, которые обладают точностью более 96%. Кровь для анализа бралась из пальца с помощью одноразового стерильного инструмента, что обеспечивало полную безопасность процедуры. Результаты сообщались лично каждому участнику. С помощью тонкой иглы врач аккуратно прокалывает палец, берет небольшое количество крови. Сам процесс занимает всего несколько минут и практически не вызывает дискомфорта. Кроме того, все желающие могли получить консультацию от квалифицированных врачей по вопросам лечения и профилактики вирусных гепатитов. Мы говорим, что подозрение есть на ту или иную инфекцию, значит, где положительный результат у этого человека. И ему в дальнейшем, конечно, проводится сначала дотестовая консультация, что вот человек, вы сдаете такие-то анализы. Если выявляется положительный анализ, то мы даем рекомендации о дальнейшем дообследовании по данному виду заболевания, которое выявлено путем экспресс-тестирования. И, естественно, по месту жительства он может пройти или в нашем центре по профилактике и борьбе со СПИД сдать анализ. Это мероприятие вызвало большой интерес среди жителей, и многие воспользовались возможностью узнать о своем состоянии здоровья буквально за 10-15 минут. Сегодня по радио на вестях услышала, что в парке культуры и отдыха будут делать экспресс-тесты на СПИД, на туберкулез. И сразу же я сегодня пришла, чтобы сдать тест
тест экспресс, и через 15 минут я уже узнаю, какой у меня гепатит или что, или здорово, или нет. От возраста не зависит. Я очень благодарна спеццентру, что они так каждый год бесплатно делают тесты. И главное, в парке не надо стоять в очереди, приходите и сдавайте. Специалисты предупреждают, что заболевания подобного рода часто протекают бессимптомно до тех пор, пока не становятся серьезной угрозой. Поэтому ранняя диагностика позволяет начать своевременное лечение и избежать тяжелых последствий. Дарья Короленкова, СН Тарасов, Якутск. Комиссия по защите прав несовершеннолетних республики отмечает, что участились случаи травматизма детей. На первом месте по количеству несчастных случаев стоят происшествия на водных объектах, когда дети купаются в запрещенных местах или без присмотра взрослых. Участились случаи, когда дети остаются без присмотра у домашних бассейнов, откуда не могут выбраться самостоятельно. В последние годы увеличилось количество несчастных случаев, когда маленькие дети стали чаще выпадать из окон. Большая часть из них выживает, но в дальнейшем из-за последствий травм они оказываются на больничной койке, а также на всю жизнь остаются инвалидами или умирают. Не оставляйте своих малышей одних в квартирах. Необходимо блокировать доступ к окнам, избегать контакта ребенка с электронной, газовой, непосредственно плитой и спичками. Дорогие родители, уважаемые бабушки и дедушки, пожалуйста, повторяйте с ребенком правила безопасности поведения. Устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки. Найдите время для того, чтобы объяснить это детям. Новые условия, новые услуги, новые развлечения приносят им новые правила поведения. Очень важно, чтобы детки их знали и остерегались. Дачники против отдыхающих. Настоящая борьба в прямом смысле за место под солнцем развернулась в одном из кооперативов на Вилюйском тракте. Несколько лет назад неподалеку от дачных участков открылся частный пляж, постояльцы которого мешают привычному укладу жизни дачников. В непростых отношениях разбирался мой коллега Петр Васильев. Создавали сами инфраструктуру. Отсыпка дорог, строили ЛЭП, водопровод. Они вот теперь то, что построено за счет средств дачников, они ездят по этим дорогам. Они ни одну машину на благоустройство дороги, что-то ничего не сделают. Тишину соснового леса нарушают вопросы озадаченных дачников, в чей летний уклад жизни внеслись значительные коррективы. Неподалеку с дачными участками пару лет назад открылся частный пляж. И теперь владельцы дачных участков вынуждены делить лоно природы с массами туристов. Проточная. Почему нужно купалку такую официально оформлять? Да. Это же не проточная вода. Татьяна Петровна вот уже почти 30-е лето подряд проводит на своем дачном участке. Здесь выросли ее дети, подрастают и внуки. С приходом туристов, по словам женщины, добавилась масса неудобств. Шумно, потому что приезжают люди, может быть, отдыхать, но мы-то тоже отдыхаем. Но нам-то нужно, чтобы хотя бы с 10 часов и до утра было тихо. А вот тут ночь, полночь ор стоит. И, допустим, если наши дети могли позволить прогуляться к озеру вечером, да, то теперь мы их сопровождаем, потому что здесь очень много людей, которые после возлияний, будем так говорить. Главный вопрос у дачников, безусловно, к состоянию вот этой лесной дороги, ведущей к пляжу. Если в обычные будние дни по ней можно проехать даже на самом низком легковом автомобиле, то в выходные с обилием туристов это уже становится задачей со звездочкой. Ну а если пройдет дождь, то лесное полотно и вовсе превращается вот в такую дорогу ярости. Предприниматели, владеющие пляжем, об этой проблеме знают. В самом месте отдыха оборудована вся необходимая инфраструктура, отвечающая нормам безопасности. Представители пляжа заверили, что состоянием дороги займутся общими усилиями. Я думаю, надо ввести ограничения по тоннажу проходимости. То есть запретить 30 тонн, 20 тонн поставить ограничения. Я думаю, по этой части мы найдем точки соприкосновения с дачниками, что выйдем с инициативой в окружную администрацию, управление автомобильных дорог. Введение ограничений – это вполне приемлемая мера. Мы, например, со своей стороны завозили песок весной, то есть в феврале-марте месяце, когда грунт был мерзлый.
Еще один вопрос – режим тишины. Ведь дача – место для уединения и покоя, а отдыхающие зачастую про это забывают, веселясь до самого утра. Однако, как говорят сотрудники пляжа, все нормы у них строго соблюдаются. Мы работаем до 9 часов, будем соблюдать режим тишины. Мы и соблюдаем его. Я думаю, гостевые, это больше вопрос к гостевым домам, потому что они непосредственно граничат со всеми дачниками. Безусловно, к решению всех этих проблем и вопросов необходимо подходить сообща. Главное помнить, что соседи тоже люди и хотят уважительного отношения. Поэтому любые конфликтные ситуации стоит пытаться решать с позиции вежливого и тактичного общения с обеих сторон. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Айсен Тарасов, Якутск. Идем далее. Прежний объем отпуска пропан-бутана на автогазовых заправках в Якутске вернется в конце августа, начале сентября. По информации Министерства промышленности, к этому моменту наступит отопительный сезон и увеличится добыча природного газа. Кроме того, Министерство на совещании с газовыми компаниями поставило задачу 2 производителям ежегодно суммарно обеспечивать производство до 40 тысяч тонн в год с приоритетом поставок на внутренний рынок Якутии. Новое для республики газомоторное топливо – настоящий прорыв в развитии рынка. Все это метан. У ведущей нефтегазовой компании в исполнении послания главы республики функционируют 2 современные АЗС, где можно заправиться в Ленске и Якутске. Почему метан – главная альтернатива бензину и как перевести авто на газомоторное топливо, расскажет Даяна Федорова. В период повышения цен на традиционное топливо метан становится хорошей альтернативой. Дело в том, что метан более экологичный и безопасен. Выброс углекислого газа у автомобиля на метане в несколько раз меньше, чем у бензинового. Это отмечают и водители транспортных средств. В 2023 году перешли на метан. До этого по-разному машинах ездил, тоже как бы на разных всегда ездил. Солярка, бензин, 92-95, как все. Экономия дешевле как бы все-таки, чем на солярке. Все-таки сейчас солярки, ценник у нас какой уже. И экология, как я и сказал еще раз. Объем реализации компримированного природного газа на АЗС-62, функционирующей в столице республики, за первое полугодие прошлого года составил более 400 тысяч кубометров, а за первое полугодие этого года более 550 тысяч. Прирост составил 32,5%. Это означает, что привлекательность метана в республике растет. По поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева нами прорабатывается направление по переводу на газобаллонное оборудование сельхозпроизводителей, техники сельхозпроизводителей. В рамках исполнения этого поручения уже в июле 2024 года компанией был заключен договор на поставку передвижного автомобильного газового заправщика, который позволит обеспечивать нужды сельхозпроизводителей Намского, Хангаласского и Заречной группы районов. Перейти на метан может каждый желающий. Нефтегазовая компания открыла аккредитованный сервис техобслуживания по переоборудованию автомобилей на газобаллонное оборудование. В текущем году планируется перевести порядка 30 единиц транспортных средств. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. 2 десятка мотоциклистов попались без водительских прав на дорогах Мирнинского района. Подробности нарушений у наших коллег. 24 мотоцикла попались инспекторам ГАИ без водительских прав с начала 2024 года. 5 были под шофе, 2 из них нарушили закон повторно. С 17 июля в республике усилили контроль за водителями мототехники. В рамках операции «Мотоцикл» экипажи ДПС подстерегают скутеристов и мотобайкеров в рандомных местах. За неделю задержали еще несколько нарушителей. Были выявлены 4 нарушителя, которые передвигались на мотоциклах, не имея права управления транспортными средствами, и 1 нетрезвый водитель. Кроме того, выявлен ряд иных, менее грубых нарушений ПДД, таких как управление мототранспортом незарегистрированном в установленном порядке, без шлема, без государственных регистрационных знаков. В этом году в Мирнинском районе произошло 2 ДТП с участием мототранспорта. В Удачном несовершеннолетний скутерист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После аварии молодого человека отправили в реанимацию. А в Мирном автомобилист не уступил дорогу нетрезвому водителю электровелосипеда. В обоих ДТП у водителей двухколесного транспорта не было прав.
Сотрудники ГАИ напоминают, транспорт, который по техническим параметрам схож с мопедами, весит больше 35 килограммов и разгоняется быстрее 25 километров в час, обязан ездить по автодороге и соблюдать ПДД. Чтобы им управлять, нужны права категории М. И еще о двухколесном транспорте. Целый месяц секция мотоспорта в Ленске занимается практикой. Проходит она на горнолыжной базе, площадь которой позволяет отрабатывать полученные навыки. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Теплый летний день для юных байкеров становится очень жарким. На каждом из них плотная экипировка, бутсы, наколенники, шлем, плюс ко всему скорость и песок, в котором периодически тонут колеса мотобайка. Адреналин в крови и эмоции зашкаливают. Ребята в восторге от нового увлечения, укладываются по полной, выполняют все задания тренеров на отлично. Интерес у ребят явно появился больше, как появилась езда на мототехнике. Было, пока езды не было, было более вяло. А сейчас все воспряли и стали меньше пропусков намного стало. Ну, в целом все нравится парням. Практическое занятие начинается с переодевания в экипировку. После небольшая зарядка. Только потом ребята заводят мотобайки, прогревают и можно начинать. Из препятствий у нас преимущественно мото-джимхана. Это вот они, фигуры стоят на поле. Спуск, подъем и развороты, ну, в принципе, мото-джимхана. Мото-джимхана у нас довольно-таки суровая, потому что здесь покрытие песок. Довольно-таки коварное, но тяжело в учениях, легко в бою. Шум моторов слышен издалека. Тренировка очень зрелищная. На скорости юные спортсмены выполняют различные трюки. Алексей Богомолов посещает секцию с ее открытия. С нетерпением ждал практических занятий. Признается, сложно. Часто заваливается в песке. Классно кататься. По лесу особенно. И здесь, когда по кругу катаемся, прикольно. Леонид Богомолов рассказал, что у него есть свой мотоцикл. Он имеет навыки вождения мотобайка. Но для общего развития решил посещать еще и мотосекцию. Благодаря ей есть возможность узнать о железном коне больше, а также найти единомышленников. Надо сказать, что ребята с тренером занимаются и ремонтом техники. На прошлой неделе поменяли масла, подтянули цепи и протянули все болты. Сегодня в секции мотоспорта занимается 28 ребят, 4 группы по 7 человек. Занятия проходят ежедневно, чередуются по очереди теория с практикой. Отрабатывают навыки ребята не только на лыжной базе, но и за ее пределами. Выезжают на дальние дистанции, все они пролегают вне города. Практические занятия будут проходить до конца сентября. Светлана Полеева, Алексей Семенов, Ленск. Новое просторное и современное здание – мечта коллектива Якутской библиотеки «Мир приключений». Здание 1969 года постройки обветшало и не соответствует нормам. С коллективом встретилась Марферина Алексеева. Библиотека расположена в одном из самых исторических мест Якутска в микрорайоне Залог. Последний ремонт производился в 2007 году. Зимой температура в здании плюс 10 градусов. Скошенные полы, потолки и стены. Стену основного зала библиотеки пришлось подпирать снаружи здания. Вот сзади, например, библиотеки, она вот последняя вот эта стена в 3 подпорках. Вот видите, да? Ага, она вот такая вот сзади. И поэтому все-таки когда-нибудь обрушится, это для нас все равно проблема, потому что это безопасность наших читателей. Вдруг что-то случиться может, и мы боимся, конечно. И хотелось бы вот это все-таки устранили. Помимо ветхого состояния, актуальна проблема нефункционального пространства. Узкие коридоры, небольшие комнаты не позволяют проводить полноценные досуговые занятия и кружки. Читателей приглашаем. У нас уже при входе, здравствуйте, заходите, пожалуйста. Уже при входе, видите, как начинается теснота, да? Ага. Тут у нас как бы пространства не хватает, хотя библиотека актуальная. Читателей много, приходят и зимой, и летом. Несмотря на сложности, ежегодно в библиотеке проводится более 200 мероприятий образовательного и развлекательного характера. Фонд насчитывает более 15 тысяч экземпляров документов, а количество посетителей в год свыше 26 тысяч человек. Причем, когда я один раз пришла, тут было детей где-то 20. Ну вы представьте себе, 20 детей в этой комнатенке маленьком. Поэтому, чтобы детей наших, чтобы больше, чтобы они еще вот так пришли энергично, ну, расширение надо, это обязательно. Заинтересовали в литературе, заинтересовали в рукоделии. Очень часто здесь проводились различные мероприятия, мастер-классы. В первую очередь отметить то, что зимой в библиотеке очень холодно. Хотелось бы ремонт
достойный ремонт для достойной, скажем так, библиотеки. Заведующая библиотеки не раз обращалась за помощью на слушаниях в городскую администрацию. По ее словам, более года назад обещали решить вопрос, но так и забылось. О новом здании коллектив лишь мечтает. Они хотят получить средства на капитальный ремонт. Раза 3-4 в неделю-то я здесь бываю. Но я лично считаю, что капиталить можно и капиталить, конечно, капитально. А легче бы на этом же месте построили бы новую библиотеку, было бы классно. Сегодня директор библиотечной системы составляет смету на ремонт. Однако предварительно выделяемая сумма в размере 5 миллионов не сможет покрыть все расходы. Для того, чтобы зимой было тепло, потребуется заменить полы. Также на территории двора находится котельная библиотеки, которая также в ветхом состоянии. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. И последнее. Стал известен календарь новогодних и майских праздников на 25-й год. Россияне отдохнут 8 дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках. Ежегодно правительство утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней. В свою очередь, на майские праздники будет 8 выходных с 1 по 4 мая и с 8 по 11 число. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.